Дорогие друзья, коллеги, рада приветствовать всех на столь значительном для наших народов памятном мероприятии, мемориальном вечере, посвященном столетию выдающегося грузинско-хевсурского и ингушского поэта Габриэла Джабушанури. Уверена, что участники вечера, профессиональные поэты и литературоведы воздадут должное своему национальному гению, внесшему великий вклад в грузинскую поэзию XX века. Я, в свою очередь, хотела бы сказать следующее. Только-только приоткрывшаяся нам, ингушским исследователям, сокровищница его лирики позволяет говорить о том, что Габриэл Джабушанури с 1944 года и до конца своих земных дней был, условно говоря, неофициальным духовным представителем ингушского профессионального литературного самиздата. Я убеждена в этом. Первотолчком этому послужили обстоятельства его личной и творческой жизни, сподвигшие его уехать в 40-е годы в горы Хевсуретии. И с 44 по 61 годы прожить там, творя свою высокую поэзию, в ингушских селах, обезлюдевших после сталинской депортации 44-57 годов. Находясь во внутренней эмиграции, уклоняясь от безумной политической и общественной жизни того времени, не участвуя и не соучаствуя в советской вакханалии во всех ее проявлениях, Габриэл Джабушанури по существу, а нам еще предстоит это серьезно исследовать, вербализовал ингушский мелос периода катастроф и катастроф в грузинской письменной речи. До 1991 года это ингушское лирическое богатство, сотворенное грузинско-хевсурским иеремией, оплакавшим ингушское горе 13 лет народа, находящегося в безмолвии и страданий, поражает своим объемом и высоким духовным лирическим напряжением. Баллады и стихотворения из опубликованных и неопубликованных сборников «О пасмурное небо Гилго», «Гилгойские ночи», «Гилгойская книга» имеют четкую географическую привязку. Они написаны в Оздике и в Хамхах. А также их образная система – это ингушские башни, склепы, детали, бытовые детали рухнувшего ингушского мира, уничтоженного советским Навуходоносором Сталиным. Как пророк Иеремия в ветхозаветные времена 50 лет оплакивал и призывал к покаянию, обличая, испытывая великие страдания и будучи одиноким при этом, так и Габриэл Джабушанури прошел свой тяжкий и светлый путь до конца, укрепляя внутреннее духовное знание о том, что время скорбей пройдет, и Господь дарует нам спасение. Спасибо Ему за это, и да сияет Его Слово во веки веков. Далгеш долцун, дал кахетом болцун, вир заметик дягал йольцун. Спасибо вам большое. Я желаю всем больших удач и благоденствия в жизни.